Для обучения глухих и слабослышащих детей разработано специальное приложение. С марта мобильное приложение «Дельгир» будет доступно всем гражданам. В приложении есть несколько разделов, посвященных обучению детей языку жестов. Например, в разделе «Моя семья» вы узнаете о посуде, мебели, домашних животных и дикой природе. Также есть раздел под названием «Окружающая среда». Также есть картинки, каждая буква показана от руки, чтобы было легче учить. Кроме того, были введены тесты в игровой форме, чтобы заинтересовать детей. Его главное преимущество в том, что он работает в автономном режиме, то есть вам не обязательно иметь интернет для его использования. Для современных детей, привыкших проводить время с гаджетами, такое обучающее средство будет интересно и удобно для их учебного процесса. Моя работа заключается в том, чтобы разрабатывать программы для мобильных приложений. В скором времени наши программы появятся в Google Play и App Store. В то же время большинство детей с ограниченными возможностями в образовательных учреждениях являются кыргызскоязычными. А незнание простых слов на кыргызском языке еще больше усложняет их коммуникативные навыки в обществе, отдаляет их от своих семей и окружающих. И в этом учебнике есть вот такие вот темы. Возьмите карточку, то есть они прошли материал, и потом по возьмите карточки у них идут задания. И мы решили вот эти возьмите карточки, то есть вот эти задания сделать в виде мобильного приложения. Это будет такой учебник, а задание мобильное приложение. Хотя самим мобильным приложением тоже можно пользоваться отдельно. Вначале у нас идут темы основные, которые они проходят. Темы сопровождаются дактилем, это вот азбука пальцевая у детей. И в конце уже идут тестовые игры, чтобы они, играя, могли проверить, насколько они прошли материал. Следует отметить, что ранее в Кыргызстане не существовало образовательной программы, адаптированной для обучения детей с нарушением слуха на кыргызском языке. Эта инициатива является продолжением проекта InnoKG, реализованного в 2020 году программой развития ООН и ЮНИСЕФ. В организации говорят, что детям с нарушением слуха сложно получить образование, особенно во время пандемии. Среди этих 72 заявок это приложение заняло первое место. Это специальное приложение для обучения слабослышащих. Приложение необходимое, так как дети должны заниматься каждый день, а из-за карантина они не смогли проходить обучение. Эксперты говорят, что в сообществе много детей с ограниченными возможностями, которым необходимо образование. Хотя у детей есть инвалидность, их восприятие нормальное. Поэтому государство должно уделять особое внимание воспитанию детей. Это особенные дети. Родители дома им никак не смогут помочь, так как не знают язык жестов. Во-вторых, мировосприятие этих детей совсем другое. В стране действуют 14 специальных дошкольных организаций и 18 специальных общеобразовательных учреждений для обучения детей с нарушениями слуха, речи, зрения и умственного развития. Всего в них обучается более 5000 детей от 3 до 18 лет. В Кыргызстане зарегистрировано более 30 000 детей-инвалидов.